Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Сегодня состоялось, можно сказать, скандальное интервью русского блогера Артема Плато, первому ингушскому блогеру Руслану Долгиеву на Чаборс ТВ, на платформе Чаборс ТВ. Чаборс ТВ. Что я могу по поводу этому сказать? Я снял несколько роликов, не поленился, посмотрел 4 часа этот ролик. Последние минуты я не досмотрел, потому что спешил по горячему снять этот ролик. И мой призыв Артему Плато: Артемке, беги, Артемке, беги, остается в силе. Пока тебе там не прикрыли эти хорошие ингуши, мой совет тебе: чемодан, вокзал, Краснодар. Подальше от греха, подальше от унижения, подальше от оскорблений. Живи, ты не первый русский, и ты не последний русский блогер. Конечно, вот Руслан Долгиев взял интервью в стиле Одя Юрий. Одя есть такой российский популярный блогер Юрий Тут, бывший спортивный комментатор. И вот он любит вот многочасовые интервью снимать и задавать очень такие неудобные вопросы. Понятно, журналистики это дело тонкое. Не всегда бывает, не всегда получается задавать удобные вопросы. Но вот меня очень удивил один факт, что товарищ Руслан Долгиев почему-то решил наехать на это бедного Артемка. Конечно, мне его не жалко, потому что он сам подписался под это. Это еще ничего, это только начало. Он просто не видел, он вот то, что он во время этого 4-часового интервью, который еще сзади его другой ингуш стоял, и то вот такое, это еще культурно, можно сказать, его культурно ввели и показали, кто такие ингуши, и кто такой он, и где его место. Это так культурно. Это по-хорошему с ними решили сегодня поговорить. Вызвали на УЛ, на ковер, можно сказать, снизу видно ковер, на ковер, и можно, конечно, было бы обойтись и двухчасовым, как он всегда делал, но он вот решил кадр, ничего, все оставил как есть, чтобы мы, слушатели, вынесли свое решение. Надеюсь, многие адекватные люди просто послушают полностью и вынесут свое вердикты. У меня вердикт только один. Не получается петлять между хорошими и плохими ингушами, товарищ. Ты критикуешь власть, приехал непонятно откуда. Если ты там проживал бы, если у тебя не было бы этой воды, света, этого кондиционного лука, вот ты ходишь по своему городу, и там ты же приехал в гости. Просто, и, конечно, может быть, это искренне. Я не думаю, что Артем Плато вот так что-то есть искреннее, потому что он дружит с этим ингушом, не знаю. Э, вот это такая вековая дружба русских ингушей. Может, он хочет это воскрешить, я не знаю, какой он преследует цель, но цель ясна, конечно, цель ясна. Вот этот подкаст Чаборза нам показал во всей красе. Конечно, парень попытался, иметь в виду Артемка, попытался немножко подлизнуть, но, знаете, этот парень, я, честное слово, вот я сейчас понимаю, если я действительно хотел бы пойти вот такой какой-то подкаст ингушей, чтобы вот, знаете, поставить на место. Скорее всего, на место меня поставили бы как плохого чеченца. Вот видите, как это бывает.
Это сейчас я сегодня, знаете, я сел, снял подкаст про депортации, ей придется еще, я не буду ставить его, лучше поставлю вот это интервью. Просто я советую всем чеченцам, ингушам, русским, это мастер-класс. Чтобы вы поняли, куда вам не стоит лазить, туда не лазьте. Вот мастер-класс, вот этот Руслан Долгиев преподал вот Артему Плато мастер-класс ингушского гостеприимства, ингушского чести, ингушского достоинства. И даже, я не знаю, если сейчас у него глаза не откроются, и он не будет собирать с печкой свой чемодан, придут ингушские правоохранительные органы, и, и вот он всегда говорит на других, что они провокаторы, что они разжигают рознь. Вот это вот состав преступления есть. Вот этот специально его вывел на такой официальный подкаст, чтобы можно было легко зафиксировать. Тем более, знаете, это вопросы очень интересные были. Мне они очень понравились, честно. Можно было часовой, мало того, что самый первый час был посвящен ориентации вот этого парня, хотя она не имела никакого отношения к нему. Можно было все что угодно говорить. Вот час, я-то думаю, ты еще удивился, потом второй час посвятил он вот осетинам, второй час был посвящен осетинам, потом третий час, как бы сказать, третий час был посвящен внутреннему, вот это ингуши, хорошие ингуши, плохие ингуши, вот это Руслан Ауша, вот этот Калимата, вот это Гуцерия, вот эти, как это, вот это. И четвертый час снова на эту ориентацию он перешел. Это да, это параллели. Ты же, они журналисты. Вот это можно было обойтись, можно было двухчасовой вот снять, вот эти два темы, просто убрать с эфира. Да, это вот это про ингушей я читаю правильно, Руслан Дальгиев, вот правильно в этом поставил, потому что почему ты всегда говоришь про плохое, про открытые руки, если 98 люков, все хорошо, 2 люка там, если кто-то, они же упали, открытые, и почему ты об этом не говоришь? Но он обида, да, у Ингуша была большая обида против русского парня, но это телевизионное противоборство, борьба, две цивилизации, знаете, те самые вот и по роликам Ютуба, я просто по роликам Ютуба, самая консервативная республика России, самая консервативная, потому что маленький, и очень она консервативная. Вот ты туда приехал со своим, как сказать, можно сказать, культурно азаром и качаешь там свои права. Там так не бывает. У чеченцев, ингуши, вот видите, как вы всегда говорите, товарищи ингуши, что вы нам, не чеченцам, а не братья, вы ментально разные люди. Вот этот Руслан Дальгиев тоже вам, это к ингушам какая разница, ингушеговорящим дал мастер-класс. Вот чисто показал войнахский. Я не говорю, что чеченский характер, войнахский он характер показал. Вот и, конечно, много можно было бы обойтись, но я не знаю кухню вот этой ингушетии, я примерно могу представить. Вот он постоянно критикует власть, конечно, власти, она не может его арестовать, и потом очнется вот эти провокации. И вот такое дело. Я так подумал, что интересно было бы, конечно. Видите, уже я ролик ушел. Придется теперь вот по разным картинам. Ну вот такое. И мне кажется, очень свою большую ошибку совершил этот Артем Плато, придя на такой подкаст. Он искал правды, правды нет. И когда вот он старался подмазать
вот это, после вот этого часового, вот он постарался все сгладить, сказать, что вот видите, типа, вот эта земля, вот в 2018 году у вас был митинг, вот это несправедливость, там пригород район, они там оккупировали вашу землю, и это русские будут объяснять ингушам, где кто оккупировал. А вот этот Руслан Дагиев просто не хотел, чтобы он говорил про Осетию. Просто час это проходило, вот он всю тему толкал про эту Осетию, как он там флагом бегал, провокацию устраивал. И я понимаю, Танзила Чабиева, они разрешают говорить плохое про своих родственников осетин. Она же у них королева, принцесса. Они говорят, у нас не было никогда мы князьев, вот появились новые принцессочки, комсомолки, вот эти красотки. И вот такое, я в шоке от этого интервью, если честно, я в шоке. Месяц Рамадана такой, вот такой, и именно выпустить месяц Рамадан. Такой, вы еще на меня, что я назвал одно слово проститутка, вы на меня накидываетесь, а там такое, и про трусы, и по... Что там только не было. Вот это. Я удивлен, я в шоке, просто в шоке. И сейчас я хочу много сказать, не могу, потому что такой, я это все предвидел, это еще начало. Скорее всего, пора собирать. Ты долго засиделся в гостях. Вот он так и говорит, ты долго засиделся в гостях, пора собирать чемодан. Про ингушский, я говорю, хорошо, вот я тоже это так говорю тебе, Артемка. Это честно, я не жалко, просто было жалко тебе, потому что ты сам подписался на это, и сам вот знаешь твой бэкграунд, знаю, вот я это никогда не говорил, я знал, что ты в клипах, вот это все, я тебя знал, все про тебя знал, но я этого даже чеченец, который тебя критикует, я этого не говорил, я это не показывал, я вот это, даже этого ингушей я показываю, потому что у меня есть к ним претензии, а ты посторонний человек, поэтому сегодня ты здесь, завтра ты в Анголе где-то там, тебе это, ищи и пропади. Поэтому я к своим соседям имею претензии, они наш народ оскорбляют, и я стараюсь этих людей привести немножко в чувство. И вот ты с Барнаула, с большого города приехал, 500 000, больше 500 000, там огромный город. Приехал вот с Москвы, вот бурная молодость, у тебя 18 лет ты уже начал этот шоу-бизнес. И вот это, у нас не было таких подробностей, но вот ты сам это все рассказал. Скорее всего, у тебя небрачный ребенок, конечно, молодой симпатичный парень, тогда в 18 лет ты был симпатичным, и тебя, скорее всего, чтобы карьера пошла там под девушкой, старушкой, там, я не знаю, что-то у тебя было. И, конечно, и вот из этого клипа, скорее всего, вот говорят, что ты такой другой ориентации, нам без разницы какой-то вот это, то, что ты дома делаешь, и это твое личное дело. Но это был очень смелый шаг прийти ингушскому блогеру, вот все об этом рассказать. Вот единственный смелый шаг, вот это тоже мы должны зафиксировать. Единственное, да, вот это, скорее всего, если я вот так с чеченцем говорил бы, со мной тоже в таком же формате бы говорили. Вот этот Чаборз мне напоминает моего младшего брата. Вот он такой упертый, такой, не резкий, вот такой. И вот что-то ты говоришь, вот он обрывает, и вот этот. Конечно, можно было бы немножко смягчиться, понять, что это перед тобой, а не ингуш, который ты должен предъявлять претензии, а какой-то русский парень, приехавший, может, обманулся, может, влюбился. Бывает же любовь с первого взгляда. А почему все вот ставят? Потому что где-то ты там, вот этот... Я тоже все ролики, которые вот сейчас претензии Артема Плато, вот это
подкаст у Чаборда, я все эти ролики видел. И все вот это для меня там не было новинкой, я все это прочел. Все это я тоже там комментарий оставлял, мне тоже казалось странным, это бегаешь, вот это, как про депортацию, типа ингушей, с этой станицы ингушской отправили. А я объяснил, что это какая была только в 92 году этот административно вошла в состав Ингушетии, а до этого это была чеченская станица. И вот я объяснял ему, и вот он потом прибежал на меня, вот это, он же со мной общается, и вот написал мне, мою комментарий он знает, потому что я 3-4 ролика про него снял, и вот он вот, знал меня, что я, хотя не такой блогер, но я простой искренний человек, мне без разницы, ингуш, чеченец, русский. Я говорил ему: пора бегать, убеги, убеги, убеги. Сколько раз я ему вот это говорю. Он уперто на этот пригородный район. Ингуши не хотят говорить про пригородный район. У них другая задача. Они не хотят про это говорить, потому что им поставили другую задачу — оскорблять нас, чеченцев, ущемлять нас, требуют от нас все. Вот вот сейчас ролик выпустили в 82-ю годовщину депортации чеченцев ингушей. Они выпустили ролик, эти товарищи ингушский паблик, что во всем, потому что почему вот это ингуши ни при чем, все говорят, что чеченцы разделили одну судьбу, это не так. Это неправда, потому что ингуши ни при чем. Вот осетины поставляли под этих немцев своих дочерей, а чеченцы служили этой гестапо, я не знаю, в войсках вермахта. И вот такой вот это. И это как сосед слева, сосед справа, вот так они обозначили. И вот когда про гестапо, вот, чеченцы 1942 года служили в войсках вермахта, поставили фотографию Абдурахмана Абтарханова, знаменитого чеченца, который спас нас, чеченцев и мужчин, от этой депортации в далеком 50-х годах. Мы знаем, у этого Абдурахмана Абтарханова неоднозначная биография, потому что советская власть, он клеймил советскую власть за эту депортацию, за это пытки, насилие над невинными людьми. Вот они придумали, вот, что он служил в вермахте, вот придумали его, свою биографию. Я в журнале Time, самом популярном в мире издании, Time, Гера, как это, газета тоже поместила целую автографию. Очень многие издания, и немецкие, и европейские, и американские, и международные, поместили про эту Абдурахманова статьи, и говорят, что биография неоднозначна. Но ингуши не был бы ингушами, если они самые плохого, да, советского. Просто взяли советскую вот этот фальшивую вот эту биографию, по ней листали, что он вот это, то, десятое. И просто это будет коротко, потому что я же не про депортацию, Артем Плато тоже про эту депортацию прошелся, и там ваша депортация, он сказал, вот этого Чаборда почему-то это смутило, это оскорбило, и он на него набросился снова. С самого начала у них это не клеилось. И я бы остановил бы интервью, ушел бы, потому что это после 1 часа я бы понял, что человек со мной не хочет брать интервью, вот он человек настроен, да, у них есть же, там же, когда сказали, что он придет, там же был шквал вот этих, всплеска вот этого всего, и вот припомнили все, что могут. Даже в эти бедные комментарии, где он там, конечно, я тоже, я стараюсь не оставлять, но оставляю комментарии, и вот я, конечно, больше не буду, Артем Платонович, вот плохое писать, потому что, ну, как сказать, мне это
не понравилось, хотя мне тоже точно такое же пишут, это ингуши, но у них вот это своеобразное, вот это, почему русский должен парень соблюдать ингушский СДЛ. Он с кавычки поставил, ну и что поставил, он имеет полное право, он не подвольный, он не подписал контракт с Республикой Ингушетия, что он будет соблюдать все вот это, он не государственный служащий, он там даже не проживает на постоянной основе, у него нет там дома, ни прописки, ничего. Он просто, скорее всего, ошибся, потому что это, если ошибочно он вот решил, что он их не брать по крови, конечно, и горы этому располагают, и гостеприимство этому располагает. Что не говори, не кавказское гостеприимство, это самые топчики. Это самые топчики, и что грузины, что осетины, что аджарцы, абхазы, чеченцы, лезгины, аварцы. Вот в гостеприимстве у нас вот, мы очень славимся. И вот, конечно, русскому парню это очень понравилось, что вот так с ним обходится, какие-то приветливо. И вот он искал в ингушах лучшие версии русских. Вот знаете, он много там пьянки, гулянки, там вот, муса, вот это. И вот почему-то решил, что вот он там, в этом уголке земли закроется. Какие-то травмы у него, какие-то он разочарован в жизни, поэтому, скорее всего, бедный парень что-то вот ищет он в этих Унгурских горах, как будто бы специально вот эти горы появляются тут, что-то ищет он в этих горах, и начинал хорошо travel брок, почему вот перешел на политическое, тоже непонятно. Вопросов, я-то думал, я получу на многие ответы, потому что там катастрофа, там 4 часа этот ролик идет, и этот подкаст, и там что там только не, какого там, вот очень смел, ты чё, ингуш, вот так смело с ним разговаривал, что хотел его раскрыть, хотел его вот это, показал всю наготную, мама мия. Приходится констатировать, конечно, о чем мы. И вот такое странное поведение тоже. Тебе гость пришел. Можно сказать, знаешь, я тебе сделаю скидку, потому что ты гость, у нас находишься. Вот так. Он тоже, вот он пытался, вот Артема Плато, вот почему ты не можешь, по-другому это сказать, а почему вот Руслан Долги, который подкаст его, почему ты не мог то же самое сказать по-другому? Ты тоже профессиональность, у тебя не хватает, у тебя вот и да, то, что ты хочешь, мог бы сказать бы, но там как-то, я не знаю, как-то деликатно можно было это всё. Щас, может, я думал, он заплачет, честное слово. Я думал, он заплачет, он потом будет плакать, честное слово. Ну, он такой человек, он маменькин сын. Ты говоришь, он что маменькин сын. Конечно, маменькин сын. Это в чем там плохого, что он мать любит? Вот у вас вот этот ингуш, вот этот, тоже, я же про этого старика говорил, который как его, да, а, Боков, Виссингере, всю свою жизнь. Папа бросил, ингуш папа бросил всю свою жизнь, прожил в чеченской семье своей матери, у родных матерей, а потом на старости лет вспомнил, что он ингуш, и вот такую грязь на чеченцев льет, на чеченском языке он еще разговаривает, и льет грязь на чеченцев. Вот это, вы знаете. И он говорит, ну да, рай у матерей под ногами. И что-то он буквально, там это по-другому сказано. Что-то очень романтизирует он этих ингушей. И странно было вот все это очень сложно слушать, это сложно видеть. И вот он сколько раз, это Артем старался смягчать, но а прокурор все сидел там, задавал вот эти вопросы. НКВД, депортация, и, наверное, такое происходило. Но
про русскую общину. Что это за было? Вот что это было? 4 часа. Вот это кошмар. Там сотни вопросов. Это что-то с чем. Такое я еще... Конечно, он пробил рекорд, такое еще мы не видели на Кавказском просторе. Только Юрий Дуд может вот так, давай, то он берет таких интервью, он не берет. Какой-то рекорд Гиннесса, это Руслан Далгиев. Ну, понятно, было бы 2-3 собеседника, и там вот это продолжалось по 4 часа. Тут один собеседник, и все нападки на этого человека. Конечно, жалко тебя, Артемки. Ну, ты знаешь, ты не свой, ты не своих, ты не своей, как сказать, обвертки. Ты русский, понимаешь, что это другой мир. Кавказский – это другой мир. Чеченцы, ингуши – это другие. Да, они, может быть, не такие кровожадные, как это пишут некоторые там в газетах, по телевизору пока. Но вот очень консервативные они. К своим матерям, своим сестрам они очень строгие. Они очень требовательны к всему. И вот эта требовательность, это вот это тоже, вот этот Руслан Долгиев, как чистый войнах ингуш, вот он требовательно все вот это кладет, но это тоже кому-то, это ингушу. Я бы посмотрел бы, если ты вот Танзиловича бы вот так пригласил бы, вот ты был бы мужчина. Честно, я тебя зауважал бы. Я бы зауважал бы тебя. Вот так, когда вот этот Танзиловича была, пришла на этот подкаст Амина Парчиева, этот Амин Парчиева так влюбленным глазами сидит, смотрит на этот, он рот Танзил Чабиев открывает, он так очарован был, ни одного вопроса. Вот это журналистка, вот это мастер. Единственное, я признаю, что это журналистка, ты подошел, так как он тоже себя как бы говорит, что он независимый журналист, вот это, поэтому, скорее всего, вот таким журналистским вот этого, хотя ты блогер, хотя ты не обязан был задавать такие резкие, такие, как сказать, неподходящие вопросы для мальчика, ну что сделаешь? Я ему сказал, я его предупреждал, что вот этим и кончится. Это еще ничего, еще, я боюсь, его арестуют еще он в тюрьму сядет. Кто ему поможет? Никто не поможет. Мать сидит в этом Алтае. Вот какой-то человек, я не говорю, что ингуши плохие, нет, я не говорю, какой-то злой человек, и среди ингушей, и чеченцев, и русских есть плохой человек. К кому-то перейдет дорогу, все, он закажет, и все, пиши пропал. 40 лет зря ты потратил, товарищ. Вот, Америке езжай, если у тебя есть вот этот двоюродный брат там проживает, почему ты не можешь, ты вообще, ты Америке бы раскрутился бы, там, знаешь, это, и не сам себе, Денис, вот этот блогер, только в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, он еще и другие города показывает, в восточном побережье он все снимает, а там как Пенсильвания, тут Нью-Джерси, тут Нью-Йорк. Вот сотни тысяч подписчиков, 600-700, я не знаю, очень большой блог. Стал большим блогером, стал свой штат, все вот это. И вот мог бы раскрутиться. Тем более у тебя и язык подвешен. Ничего страшного там. Почему ингушский говор? Почему ты сам в этой признаешься в любви ингушам, но ингуши этого не верят, в твою искренность. Это не их вина, просто я тоже бы, знаете, я знаю этих ингушей, мне тоже признаются в любви, что хотят со мной общаться, вот я не верю в их искренность. Точно так же они правы не верить тебе или мне. Я-то знаю, что не могу ни одно ингушское сердце претендовать, потому что они нас не то что не любят, ненавидят. Вот в чем проблема. Насильно мил не будешь. Насильно не заставишь кого-то полюбить себя. И вот такое счастье. Ты был в счастье, вот лучше бы ты туда не пошел бы.
ты-то не опозорился, достойно себя повел. Он тоже, как журналист, достойно. Есть вопросы, он задавал. Хотя это не был допросом, хотя можно было бы обойтись без этих, там можно было хотя бы эти 1,5 часа хотя бы убрать, это в самом начале, в самом конце, и все. Эту тему традиционной ориентации убрать, и все было бы чики-пики. Но он решил вот так. Мы не можем указывать, он хозяин в своем вот этом подкасте, и он решает, что ему выдать, что не выдать. Но вот это было странно, конечно. Очень странно, что такой длинный ролик. И вот все, что нельзя было говорить, было проговорено. Это вот такое. Беги, Артемке, беги. Чемодан, вокзал, Краснодар. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Просто не знаю я. Может, это так и он сделал правильно, этот Руслан Дальгий, потому что, находясь в Ингушетии, русский человек, вот даже заглавивать это интервью очень странное, очень странное. Ну вот променял свою честь вот на эти ингушские горы. Что там такого? Вот видите, вот эти горы, вы думаете, это Ингушетия? Нет. Они везде, везде они прекрасны, везде они волшебные. Вот в Швейцарии ты был, Артемка? Вот на ледяной экспресс сядь, да вот ты забудь эти Ингушетию эту же минуту, забудь. Там это 5 километров в горы тебя этот поезд поведет, все, забудь это Ингуш. Я не говорю, что в Ингушетии нет красивых мест, и в Чечне, и в Дагестане, везде они есть. Такое. Вот это про Руслана Авторханова, который ингушил, 82-ю годовщину ролик сняли. Благодаря вот этому Руслану Авторханову, он его несколько раз арестовал, это НКВД, шли постоянно суды. Вот он почему-то выигрывал их. Вот самое странное, в 60 сталинские времена, в 1937 году, в Чечне Ингушетии было арестовано 13 тысяч партийных работников, там писателей, журналистов, каких-то бухгалтеров, врачей, вот всех 13 тысяч человек было, это 3% населения, говорят, было не 3%, как-то арестован. И среди них был вот этот Авторхан. Он был обкомом, работал в обкоме, Чечено-Ингушском обкоме. Вот он тоже партийной работе, его тоже арестовали. Он ходил в состав писателей, до 1937 года он ходил в состав писателей СССР. Он же писателем был, он был очень продвинутый человек. Вот его пытали, его мучили, пытали, чтобы он дал показания этого Шарипова и Исрапилова, который брат это Асланбек Шарипов, по-моему, который вот в горах Чечни, вот было восстание там, когда вот он должен был дать показания, он отказался подписать это все. И вот его несколько раз вели на расстрел, и когда последний суд его оправдал, апреле 1942 года, 1942 года, и вот он перешел линию фронта, его он не пошел сдаваться немцам, просто перешел линию фронта. Он решил как-то уйти из Чечни, Ингушетии, потому что он боялся расправу. И вот он попал в плен вот этим немцам. Я до его попадания в плен этим немцам уже 3 миллиона советских солдат уже было в плену у этих немцев. Было 3 миллиона человек. И вот это, там ничего страшного, он попал в плен, его чуть тоже, он случайно избежал участи, потому что один немецкий, он сказал, что он чеченец, вот
его пытали, все он рассказал. И вот этот единственное спасло, что вот какой-то немец, другие там, они же как думают, что он специальный шпион, посланный красной из армии, советскими посланный шпион. Его очень много тоже там мучили. И вот спасло то, что вот, не то, что поверил немец, просто послушал, что он говорит, там были переводчики, и вот он понял, что это действительно непростой человек, и он там сразу же, когда в Берлине в 1945 году, вот он перешел американскую зону оккупации, он уехал в Америку, там в каком-то университете он был профессором, потом обратно вернулся, чтобы создать вот это знаменитое радио. Оно называлось «Освобождение» сперва, когда его создали. И потом оно превратилось в радио «Свободная Европа», «Свобода». Вот этот он создал, даже там выступал, вот это радио «Освобождение». Вот это типичное радио «Свобода», вот это. Вот. Много чего сделал. Вот, людей, когда советская власть, Сталин умер в 1953 году, и вот когда советская власть не хотела возвращать беженцев обратно, чеченцев, вот это не беженцев, вот этот депортированных обратно. И вот эти двое чеченцев, которые, вот это же зафиксировано, сделал, чтобы их вернули, 2 чеченца. Вот когда чеченцев выслали, Абдулбак Эджамо, известный иорданский богослов чеченского происхождения, он во всех исламских странах, арабских странах, он посещает муфти, требует, просит муфти вот этих стран, чтобы вот они властям обратились. Он властям напрямую иногда обращался. Пакистан, везде он был. И вот он требовал возвратить чеченцев. Он проводил это, можно сказать, агит-работу среди арабских мусульманских стран. А вот этот Абдурахман Авторханов, он профессор, вот язык, он написал это знаменитое письмо от имени всех репрессивных народов Северного Кавказа с требованием возвратить всех репрессивных народов Северного Кавказа на свою историческую родину. Вы знаете, вот когда вот это письмо подали, там очень долгая процедура, вот его обращение через 3 дня, представляете, собрался Организация Объединенных Наций, и вот они потребовали советской власти, Хрущев не хотел, он еще бы, наверное, долго бы чеченцы и ингуши находились бы в депортации, очень долго бы, потому что это лакомый кусочек, русские не хотели, эти не хотели, те не хотели, соседи. И вот 2 чеченца, ни ингуша, ни русских, непонятно кто. Вот 2 чеченца, которые заслуга возвращения депортированных, вот эти 2 чеченца. Это Авторхан, вот знаменитое его обращение вот этом, в Организации Объединенных Наций. И много пробойного. И вот там же сами американцы говорят, что биография неоднозначна, потому что почему-то в Википедии стоит, вот даже советская тоже, стоит там, и стоит коллаборационист. Вот это что такое? Вот это что такое? И куда смотрят чеченские власти, тоже непонятно. Как это, если ты попал в плен, как это коллаборационист? Вот это, кто его, а я почему-то подумал, что это и мужчин, наверное, так подправили, они же могут, у них очень много способностей. Вот братья Митюры тоже, я сегодня убедился, что они могут, если нужно, вот они могут брать как нужно. Вот этот Амин Парчи вот такими влюбленными глазами, очарован, смотрел на это Танзил Чаби, она рвет вот это, ни одно не сделала замечание, вот когда она соседи 45 минут говорит, сказать, а кто это такие соседи? Вот тут, вот Руслан,
Мне один ингуш, знаете, мой сосед говорит, вот что-то, да, он дал какие-то требования, вот это. Ингуш есть ингуш, но он говорит, вот он такой мужик, я не понял, что он говорил, потому что я ему говорю, знаете, он почему тогда плачется, хочет вернуть 3 этих районов за Теркием, это же все. И вот это в сегодняшнем интервью, как будто бы он созрел, вот это очень правильные вещи говорил, что не нужно вот вспоминать вот это. Зачем это надо оставлять? Это, вы знаете, хорошо, если вот этот требует пригородный район. Хорошо, чеченцы потребуют границы 1934 года. Что от Ингушетии останется? Они не получат пригородный район, во-первых, а половина Ингушетии снова уйдет обратно. И вот что будет? Маленький кусочек какая-то, Чили. Вы видели границы Чили? Она всю Латинскую Америку, вот это. Самая большая длинная страна в мире Чили. Там, говорят, 190 квадратных километров ширину. И вот от Колумбии до Аргентины. До северного вот этого, как называется? Вот Вот это такая сторона. Тонкая, тонкая, тонкая. Тонкая линия. То же самое с Ингушетией будет. Тонкая линия будет. Если вот люди будут, начнут требовать свою. И вот этом тоже зрелая, как бы, зрелая, не мысль, а зрелая, немножко повзрослел он. Хотя, мне кажется, он не потому, что вот не хотел, чтобы про осетин вот так говорили, чтобы вот это даже вот я понимал бы, если чеченец брал бы и вот так был бы. А там эти ингуш было странно, конечно. Это все слышать, видеть. Но попался в сети попался Руслана Дальгиева. Отцовская школа дает о себе знать, скорее всего. Отцовская школа дает о себе знать. Ну, вот такая была рассуждение. И вот винит даже чеченцы, винят депортации ингушей. Вот это советская лайт-версия была, что если мы не вошли бы в состав Чечен Ингушетии, нас они депортировали бы. А сейчас версия Республики Ингушетии новая создана, что мы, ингуши, ни при чем. Вот чеченцы бандиты были, а вот осетинцы своих проститутками. Вот это, у него такое понятие, что своих дочерей, а под фашистов должны были депортировать и осетин, и чеченцев. Мы, ингуши, ни при чем были. Я вам указ 116 дробь 102, вот президиум Верховного Совета Советского Союза, вот оно же существует, и многие, вот в предыдущем ролике я его поставил, вот там очень подробно какая была наша вина. Вот все придумано, все выдумано. И, конечно, жалко людей. Вот даже в такое время эти ингуши не могут остановиться, не могут хотя бы в траурные дни, вот, без провокации не могут обойтись. Может, действительно, вот это интервью, чтобы сбить вот эту провокацию, это что-то странно, потому что это взрыв бомба. То, что сегодня произошло, это взрыв бомба. Можно сказать, атомной бомбы на территории Ингушетии. Это кошмар. Это такое откровенное интервью. Даже я не знаю. Я не знал, что Руслан Долгий такой прогрессивный человек. И мне это он показал дикарем. Ну, такое, иногда бывает, наверное, исключением людям. Вот я вот это, вот, я тоже вот такой прогрессивный взгляд, потому что всю свою жизнь где-то жил в России, в Москве, там, Петербурге, Украине. И вот это, когда я бы отвечал бы, точно так же старался отвечать. Скорее всего, тоже я точно так же, как Артем, отвечал бы. И, скорее всего, это бы многим не понравилось бы. Не знаю. Поэтому вот я
не б уехал в Чечню. Я знаю, что это взгляды мои, это прогрессивные, это люди не поймут это. Люди живут в другом регионе, других вот этих. Да, ну, короче, люди, знаете, они же не читают книжки, сидят у них вот 2-3 радости в жизни, там семья, работа, там, не знаю, свадьба, похороны, вот живут вот эти 4 вот этих. И вот, конечно, вот им непонятно, вот и я всю жизнь прожил в Петербурге, конечно, у меня будут какие-то лайт, я буду относиться к всему вот так поверхностно, как бы некоторые вещи для меня будет нормой, а для других это будет неприемлемо. Даже я чеченец, да, потому что я знаю свои обычаи, свои традиции, что это так и должно быть. Но, знаете, они же не будут смотреть, что я там правозащитный активист, там член 3-4 правозащитных организаций, что я писатель, не писатель. Вот они же на это не смотрят, они смотрят какой ты национальности. И вот это претензии предъявляют. Поэтому я живу за границей, Артем. Я не живу в Чечне, хотя я много пользы бы принес бы, если я находился бы в Чечне, я бы создавал бы это общество, сообщество бесконечное. Там очень много людей поставил бы на путь истины. Но, к сожалению, мои вот эти прогрессивные взгляды, вот это бы мне бы вредило бы. И вот это тоже. У тебя, хотя клип официально вышел, у меня просто я проходил мимо, как блогер, я же не прохожу, и знаете, где я только не был, какие я только ролики не снимал. Многие закрыты у меня. Вот этот случайно попал на Нью-Йоркский марафон, там я снял. И где я только вот прохожу какое-то мероприятие, и все, я включаю камеру. И вот ноги я просто не ставлю, закрыты. И вот самое первое, мое вот первое видео, пару видео нашли, и там это уже грязный комментарий. Это так, это так. Я прохожу, а что ты смотришь это? Вот это интересно. Хорошо, я блогер, я имею право снять. То, что я вижу, камера это мои глаза. Вот я начинающий блогер, и я снимаю все, что перед моими глазами. А спрашивают, а что тебе интересует эта тема? Что ты туда зашел? Что ты там еще комментарии оставил? Вот это спрашивает человек. И я-то не заблокирую, это херня какая-то, полминутного вот это видно, что какой-то город, люди веселятся, я там взял камеру и там между ними прошелся. И вот это преступление. По сравнению с тобой, Артем, ой, ты этот зря вот про этот ролик и вот это все, сейчас все, тебе покоя не будет. Это музыкальные ролики, зря сказали, конечно. Можно было обойтись, там можно было сказать про Дом-2, про Фабрику звезд, вот этот музыкальные клипы, вот это нужно было, про эту музыкальную группу, нужно было, конечно, оставить за кадром, как бы сказать, чтобы впечатление. Вот сейчас хейтеры начнут, конечно, тебя. Ты думаешь, я хейтер? Нет. Я твой тоже подписчик. И вот, может, ты меня вдохновил вот стать вот этим блогером. Кто знает. У меня резко, я прямо говорю. И некоторым кажется, я специально так говорю. Нет, это я, а не со зла. Я не преследую цел кого-то оскорбить, унизить. И вот мы знаем, у нас с тобой были вот короткие вот эти сообщения, хотя ты в лицо меня не знаешь, ты примерно знаешь, что я пишу про тебя. Вот сегодня у меня был бы звездный час, конечно. Если я не был бы чеченцем и порядочным человеком, вот сегодня мой звездный час бы зажегся. Вот сегодня моя звезда зажглась бы. Я свою красноречивость я бы показал бы, если я был бы плохим. Я же порядочный человек, поэтому я тебе сочувствую, потому что ты
еще не до конца понял наш менталитет кавказский, тем более войнахский. И есть вещи, которые тебе кажутся правильными, а людям, которые там живущие, это кажется, даже и мы чеченцы, один чеченец другому чеченцу ты скажешь, это уже, это будет драка, это будет спор, это будет, я не знаю, что. Тем более приезжий человек и освет проблемы всей республики, это выглядит как-то очень-очень. Это, кому это понравится? Многим не понравится. Критика никому не нравится. Вот тебе тоже. Вот тебя критиковал этот Руслан Дальгиев. Видно было, что ты старался, конечно, выходить из этой ситуации. Ничего тебя не спасло сегодня. Ничего тебя не спасло. Представь себе, ты попал вот в кровожадные руки правоохранителей. Ничего тебя не спасет. Вот, так что мы зарекаемся от тюрьмы, от болезни. И вот продыхая, если ты еще 40 лет тебе, вполне расцвета сил, найди себе, найди себе в другом каком-то поприще. Знаете, в мире очень много. Тем более, ты журналист, может, книгу напишешь. Опиши книгу. Без этих притязаний, без этих... Вот это. Просто напиши какую-то книжку, я не знаю, что там можно сделать. Но не сходи с ума в этих мужских горах, потому что очень многие мужчины разные, они родились с какой-то непонятной болезнью, высокомерие. И нас, чеченцев, на нас указывают эти пальцы, как сегодня тебе указывают свое место. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Мир и счастья всем. Добра. Пока-пока.